Кажется, что более подходящего места для этого дома не найти. 9 лет назад центр ветеранов был открыт в поселке Добрый Орловского района. Сегодня здесь живут и лечатся свыше 170 человек. Как именно, приехал узнать Мурат Зязиков. Вот я хотела подарить. А мне мама дарила вот такие вот. Вы считаете, что вы мне подарили как мама, да? Спасибо. Вы нигде никогда не купите. Жаловаться на жизнь нам некогда, говорят самые голосистые добринцы. Они спелись в год открытия дома. Коллектив назвали непоседами. Свою долю аплодисментов получил Владимир Быков. Пенсионер недавно написал песню «Крымская весна». Те же мы и не те же сегодня, кем мы были до крымской весны. Мурат Зязиков обещал показать песню мэтрам эстрады, после чего экскурсия продолжилась. После осмотра секции гости задержались в комнате Евдокии Ивановны. Недавно ей исполнилось 96. Сейчас вот так. Мой внучек мой. Поэтому, если надо будет, сразу говорите, все, мне... Подожди. Что такое? А яичко? Дай, вот то яичко дай мне, пожалуйста. Да. Вот так. На тебе. Гостям, правда. Вот чтоб Спасибо. Божья матушка тебя защищала и работал хорошо. В каждом помещении гостям говорили примерно одно. Это не показуха, у нас так всегда. Питание как дома. Жалоб нет со стороны проживающих, да. Медобслуживание как в хорошей больнице. С ответами на вопросы о жалобах хозяева мешкали, но потом разговорились. Сколько очень? Ну, да, у нас небольшая просьба. У нас десятилетие в следующем году нашего центра. Ну, хорошо. И к десятилетию, и к 9-летию давайте. Ладно? Хорошо, я вас услышал. На прощание гости пообещали приехать в будущем году на юбилей учреждения. Ну и мы понимаем, что сегодня Владимир Владимирович он, совсем недавно в качестве губернатора. И, конечно, мне было очень приятно посмотреть, что приоритеты определены очень правильно. Главное, что у нас есть полное понимание, потому что я поднимаю вопросы, те, которые после ознакомления с территорией можно решить только на уровне полпредства и выше, так сказать, поднимать этот вопрос. Это вопрос с медицинским обеспечением, с образованием, с поддержкой нашего села. Еще одна остановка в Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. Сегодня здесь выдавали дипломы. Вы та самая армия, как сказал Мурат Магомедович, на которой я обязан надеяться, опираться. Для вас двери открыты. Я вас жду на рабочих местах. Мурат Зязиков не изменил традициям, вновь проведя прием граждан по личным вопросам. Сегодня круг обозначенных проблем был снова широк. Зязиков и Потомский условились, что обратившиеся на прием получат необходимую помощь.